На треть выросло число аварий по вине водителей общественного транспорта в Казани. Автоинспекторы проанализировали статистику и пришли к выводу, что массовые и неожиданные проверки как водителей автобусов, так и подвижного состава просто необходимы. И задуманное стали воплощать. Какие нарушения допускают водители общественного транспорта и в каком состоянии находится сам транспорт, знает Айрат Назипов. А чем сажать? Холодно. Холодно? Нарушения, допускаемые водителями автобусов, искать долго не пришлось. Первый же остановленный многотонник и кондуктор в кабине, сидящий на колонках от музыкального центра. Водитель Николай Ефимов признался, водит автобусы уже более 30 лет. И то, что нарушил сегодня правила дорожного движения, прекрасно понимает. Ну а что, правильно, значит? Не положено, значит не положено, значит наказывать надо. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30% возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов общественного транспорта. Если не реагировать на статистику, то происшествий с участием общественного транспорта будет только больше, говорят автоинспекторы. Автобусы, судя по тенденции, становятся менее безопасными. С начала текущего года в Казани зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в результате которых 70 человек получили травмы различной тяжести. Но бывает иногда водители некоторые как-то круто ездят, но не все же. Из-за манеры езды некоторых водителей действительно страдают люди. На глазах Михаила Опросимова водители общественного транспорта не раз нарушали правила дорожного движения. Даже попадали в аварии, при том, что в салонах были пассажиры. Но сами водители утверждают, что далеко не все в их руках. У нас большой, тяжелый машина. Мы же людей возим, не мусор. Вот они еще подрезают, резко тормозят, а как нам куда еще? Особое внимание сегодня автоинспекторы уделяли соблюдению правил перевозки пассажиров, проверяли документы. Были случаи, когда водители автобусов работали с поддельными правами и сами этого не скрывали. А также смотрели и на техническое состояние подвижного состава. За 3 часа рейда только на одном месте автоинспекторы выявили 35 административных нарушений. И один автобус за неисправность рулевого управления поставлен на специализированную стоянку. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Амир Залюшев, вызов 112.